Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы всю передачу посвятим Республиканской офтальмологической клинической больнице. Я думаю, что многие в соцсетях обсуждают, пишут, задают вопросы, как же работает Республиканская офтальмологическая клиника. И сегодня, я думаю, вы найдете многие ответы на свои вопросы. Ну, сразу хотелось бы сказать, что Республиканская офтальмологическая клиника работает только по хирургии глаза и по специализированному лечению. То есть, грубо говоря, например, если вы хотите подобрать очки, то вас здесь, скорее всего, не примут, а направят в вашу поликлинику, либо это можно сделать в любом магазине оптики. Ну, это небольшое отступление. Сегодня мы обо всем вам расскажем, покажем, и я на себе стараюсь испытать те обследования, которые проходят здесь пациенты. Так, ну что, билет получен. Сейчас будем ждать регистратуру. Что, билет не билет называется, а талон. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как происходит регистрация и вообще как попадают в Республиканскую офтальмологическую клиническую больницу? К нам приходят направлением заранее записанные. Это через программу «Медведь». Они, офтальмологи, сами электронно записывают. И определенное вот это число, время они подходят, и в кабинет тоже все записано. Так, мне тогда, я как пациент прихожу, и вы мне делаете направление на первичный осмотр, да? По месту жительства сначала окулист обращается. Если человеку нужна операция, они сюда отправляют к нам. Если человек жалобам приходит, экстренно глаз болит, они идут в пункт неотложной помощи. Клиент Д21. Пройдите к окну. Друзья, сейчас мы находимся в кабинете первичного осмотра, и здесь снимаются показатели, основные показатели с глаз, если так можно выразиться. Вот. И интересный факт, то, что здесь работают медсестры, то есть основную работу на оборудовании, да, то есть первичный осмотр делают медсестры, а врачи-офтальмологи уже далее работают с пациентами на следующих уровнях. Испытано на себе. Так, всегда подбородок ставьте. Лбом опирайтесь. Смотрите прямо. Глаз пошире. Оба глаза. Ой, я вижу там домик. Да, домик. Смотрите туда. Постарайтесь не моргать. Так, все. Так, пойдем в следующий аппарат. Сейчас внутриглазное давление. Давление будем измерить. Это давление глаза, да? Да, внутриглазное давление. Там свет видно, красный или зеленый? Красный? Красный, ага. Но Туда смотрите прямо. Постарайтесь не теперь моргать. не видно это света. Вот свет есть. Все, тихо. Угу, все. Теперь левый глаз тоже самое. На эту сторону подбородок. Все. Первый раз такой осмотр. У меня всегда заканчивалось только табличкой и глазным дном. Вот этот интересный прибор, то есть он замеряет давление глаза, и в каждый глаз по 3 раза идет струя воздуха. Тут видно верхний ряд. Н, К, И, Б, М. Дальше читайте. Ш, И, Н, К, И, Дальше. И, М, Ш, Н. Теперь правый глаз прикройте, левым глазом смотрите. Нижний ряд видно. И, М, Ш, Н. Хорошо, у вас 100% зрения. Правый немножко похуже как будто. Или это в пределах нормы? Да? Это в пределах нормы, да. Минус 0,25 показывает. Пойдемте даже критическое зрение. Так, следующий, тоже для меня это в первый раз, периметрическое зрение или периферийное, я точно не знаю, сейчас мы уточним у специалиста. Скажите, вот этот прибор, он что позволяет выявить? Это периметрия. Проверяем поле зрения. Так, сейчас я подниму.
на электроприводе, да? Да. Это новые столы. Вот с этой стороны сначала закрываем правый глаз. Смотрим вот среднюю точечку. Есть, да, точечка? Ага. И не отрывая глаз, вы должны увидеть краем глаза на палочке точечку белую. Смотрим. Идет? Вижу. Хорошо. Не пропадает? Нет. Теперь сверху пойдет точечка. Идет? Вот вижу. Так, сразу же записываем. А глаз шире надо открывать, да? Шире. А, Так, дальше не закончили еще. вижу, Есть. Вот так. вижу, Издалека уже есть. Хорошо. вижу, вижу. Идет. С этой Вижу. стороны. Ага. Вот так. Ага. И вот так. Вижу. Ага. С этой стороны мешает немного нос, да, по-моему? Ну да, носовая перегородка немножко мешает. Ага. А я уж чуть не испугался, не вижу. Нет. Или палкой вот этой. В целом норма, да? В целом норма, да, вот в норме 60-80, вот так вот норма, вот эти показатели. Испытано на себе. Так, следующий прибор похож на предыдущий, но это немножко другой, да? Что? Пахиметрия называется. Расчет клеток роговицы, вот так точнее. Ага, смотрим прямо. Все, стрельнуло. Тут воздухом не будет? Также сидим. Нет, это не воздухом, это не пневмотрия. Так. Смотрим пошире. Вот аппарат все сам находит, сами фиксирует. Да, друзья, вот этот микроскоп нам позволил посчитать количество клеток роговицы глаза. И вот, допустим, в правом глазу у меня 3077 на квадратный миллиметр, а в левом глазу 3102. И, как мне сообщили, это достаточно хороший результат. Показывает, для чего нужен этот показатель, он показывает, насколько хорошо клетки роговицы глаза будут восстанавливаться после, например, операции на глазу. Сейчас вы можете наблюдать за такой технологией, это называется тонометрия по Маклакову. Значит, в отличие от того прибора, который замеряет давление в глазу, это более такой, более, наверное, надежный и испытанный способ, который позволяет выявить давление глаза. И здесь идет местное обезболивание, а затем с помощью грузики ставятся на глаз, и таким образом выявляются параметры. Так, ну что, друзья, я слегка в таком приятном шоке, потому что, как вы видите, здесь нет такого разброса по разным кабинетам, да, специалистов. Вот мы были здесь, соответственно, вот здесь, и человек, когда пациент он проходит всех специалистов, все в одном месте и по одной линии. Кстати, это позволило увеличить поток принимаемых пациентов практически в 2 раза. Испытано на себе. Сейчас мы находимся в кабинете лазерной хирургии. Здесь хирург, врач Пантелеймон Евстафьевич, и он как раз проводит обследование. Пантелеймон Евстафьевич, расскажите про ваше направление. В нашем кабинете выполняются лазерные операции и процедуры. Вот в данный момент сидит пациент со вторичной катарактой. У нас сейчас будет чистка линзы искусственной с целью восстановить зрительные функции, которые были утеряны вследствие развития вот этой вторичной катаракты. Также здесь мы выполняем операции по поводу закрытоугольной глаукомы, смешанноугольной глаукомы, по дистрофиям сетчатки, по сахарному диабету, по сосудистым нарушениям сетчатки. Спектр у нас довольно-таки большой. Работаем на 3 аппаратах. Вот это у нас австралийский Эликс, с той стороны стоит германский Карл Zeiss, и еще в другом кабинете у нас есть японский Топкон. То есть все аппараты направлены на различные патологии. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Испытано на себе. Друзья, я думаю, что глаукома является такой достаточно серьезной проблемой. Это серьезное заболевание глаз, и самое, что в нем
опасно, это то, что оно приходит постепенно. И сейчас мы находимся в глаукомном центре офтальмологической клиники. И познакомьтесь, Евгения Александровна Пахомова, врач-офтальмолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь наших зрителей, но я думаю, что многие, конечно, знают, но еще раз, что такое глаукома? Глаукома – это одно из распространенных глазных болезней, при котором повышается внутриглазное давление, и это постепенно приводит к гибели зрительного волокна сетчатки, к атрофии зрительного нерва. Это, в свою очередь, клинически проявляется к потере зрения, вплоть до слепоты. И действительно, что глаукома, она приходит постепенно. То есть как можно, вот, допустим, диагностировать у самого себя, да, вот какие первые признаки самые? Глаукома – это коварное заболевание, так как первые стадии протекают без симптомов. То есть человек ничего может не замечать и постепенно терять зрение. Обычно люди обращаются на третьей стадии, когда происходит потеря большей части зрительного нерва сетчатки, и клеток сетчатки, и замечают выпадение поля зрения. Обычно с 40-летнего возраста всем пациентам, проходящим диспансеризацию в поликлиниках, замеряют внутриглазное давление. И при повышении внутриглазного давления, если на медосмотре выявили повышение, если направляют к офтальмологу, обязательно нужно сходить на консультацию. Скажите, а есть еще такое заболевание, как катаракта, и чем оно отличается от глаукомы? Катаракта – это помутнение хрусталика внутри глаза, при котором происходит снижение остроты зрения вдаль и вблизи. При катаракте единственный метод лечения – это хирургическое. Прооперировав катаракту, к человеку возвращается зрение. Но если у человека потеряно зрение из-за глаукомы, это уже не восстановить. Скажите, пожалуйста, сколько человек в Якутии, да, страдает и с глаукомой и находится на учете? В республике насчитывается около 12 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете. И хотелось бы отметить тот факт, что азиатский глаз, он более склонен к образованию заболевания глаукома. То есть у нас передний и задний размер глазного яблока у всех укорочен, а с возрастом, когда развивается катаракта, хрусталик мутнеет и увеличивается в объеме. И за счет того, что добавляется еще объем внутри глаза, за счет этого идет повышение внутриглазного давления. Один из механизмов образования глаукомы. Хорошо, спасибо. Испытано на себе. Друзья, по тому обследованию, которое я прошел, оно показало, в принципе, все хорошие параметры. Если бы, допустим, в реальной обстановке, да, после всех периферических исследований, если бы они показали норму, я бы в этот кабинет никогда не попал. Но, тем не менее, если бы были предрасположенности по внутриглазному давлению, то я бы прошел обследование на этом аппарате. Но для вас мы сейчас покажем, как он работает. Расскажите про него поподробнее. Это аппарат исследует он называется оптический когерентный томограф. Он у нас исследует задний отрезок глаза, считает слой нервных волокон сетчатки и ганглиозные клетки, что очень важно при выявлении начальных признаков глаукомы. При глаукоме эти слои, они истончаются. В целом все похоже, как и на тех аппаратах. Я правильно сказал? Да. Исследование закончилось. Так быстро, да? Так, теперь эти данные мы можем загрузить в вашу амбулаторную карту. Это у нас исследование области диска зрительного нерва. Именно при глаукоме происходит его углубление, то есть экскавация, выдавливается диск зрительного нерва от высокого давления. И вот у нас карта слоя нервных волокон сетчатки. У вас все в порядке. Оба глаза. Такой отчет получается, и вот этот отчет мы импортируем. То есть я в своей поликлинике стою на учете, и моя карта, она в электронном виде сейчас есть. И то, что я посетил, допустим, это обследование, данные подгружаются туда.
А, ничего себе. До чего техника дошла? Друзья, я вообще на самом деле, человек, который не так часто ходит в поликлинике, но тем не менее прогресс не стоит на месте. Я еще помню вот эти вот бумажные, большие, огромные медицинские карточки, да, которые берешь в регистратуре. Но они, по-моему, еще остались, да, в самих поликлиниках, но тем не менее вот этот вот обмен данными между больницами, это для меня небольшой сюрприз. Я просто не то, чтобы я не слежу за новостями, просто как бы не думал об этом. Вот сейчас на моих глазах мое обследование глаза было направлено прямо в мою медкарту. Испытано на себе. Да, хотелось бы отметить, друзья, что несмотря на то, что мы сейчас находимся, можно так сказать, в таком часе пик, да, проходите, это, допустим, как мне сказали, в январе-феврале, например, да, запись была к некоторым специалистам там, через неделю, да, то есть на следующей неделе. Сейчас, видимо, то, что стало тепло и плюс скоро будет закрыта, например, переправа, то загрузка, запись очень-очень большая, то есть много людей вот с наступлением тепла начинают заниматься своим здоровьем и, соответственно, происходит такой небольшой коллапс. Вот, поэтому, в принципе, если у вас есть возможность, время, то желательно, может быть, даже в более такие, зимний период, да, там, в январе, феврале, например, записываться к офтальмологу, и у вас это меньше времени занимает в ожидании, да, то есть и в целом разгружает всю систему. Но даже несмотря на то, что сейчас такое вот пиковое состояние, да, мы видим, что в коридорах люди не стоят на ногах, то есть все сидят на скамеечках, и в целом норматив по приему пациентов он составляет где-то в среднем 14 минут. Испытано на себе. Я думаю, что наша передача не была бы полной без детской офтальмологии. И сейчас рядом со мной находится, вернее, мы находимся в кабинете у Светланы Николаевны. Это уже отделение детской офтальмологии. Расскажите про ваше отделение. Наше отделение фактически начало формироваться с 2016 года, когда в стенах этой больницы на Свердлова 15 открылся детский прием. И с каждым годом он все расширяется, наш технопарк расширяется и в смысле оснащения диагностического и кабинета аппаратного лечения, чтобы проводить аппаратное лечение детям. Есть какие-то отличия между, допустим, как попадают взрослые, да, в офтальмологию и как попадают дети? Диаметральные отличия, очень большая разница. К нам попасть легко. Фактически очень доступная наша помощь детского. Да, к нам можно записаться через госуслуги, через программу, дистанционно, через колл-центр, через регистрацию. Мы не требуем направления. Желательно, конечно, чтобы на приеме, те, кто бывалые, опытные, это родители, они приносят с собой рецепты старые, какие-то выписки. Даже если никаких документов нету, мы можем принять. И даже если есть только очки и нету рецептов, это для нас не проблема, потому что есть аппаратура, которая позволяет точно установить, какие очки носит ребенок, чтобы было с чем сравнить. Мы выбираем оптимальные, лучшие. И какой перечень, допустим, перечень патологии? Да, патологии и вообще болезни вы можете лечить здесь? Здесь основной, по нозологии, по заболеваемости, основной состав занимает у нас астигматизм. Астигматизм и миопия. Миопия – это близорукость, это болезнь школьного периода. Это сегодня бич наших детей, да? Тем более с дистанционным обучением, тем более с засилием мобильных гаджетов. А кстати, ваш большой стаж работы, допустим, во время, когда не было смартфонов, да, например, да, такой техники, была другая ситуация или чувствуется разница? Чувствуется. Я считаю, чувствуется. Потому что у нас стало больше косоглазия.
больше косоглазия, скрытых форм косоглазия. То есть нарушается мышечный баланс вот на близком расстоянии. И виноваты сегодня мобильные телефоны. То есть на близком расстоянии уже не справляется работа двух глаз. И получается уже мы можем выявить на начальных этапах первые степени уже скрытого косоглазия, сходящегося или расходящегося. Это очень трудно лечить, очень времяноемко, трудоемко. Это не просто очки, не просто линзы, то есть сложнее, обязательно аппаратное лечение, обязательно там много работы. И родителям надо, и к медикам часто ходить надо. И вообще-то мне нравится, что ребята реагируют на это активно. То есть если они спокойно относятся к тому, что у них предстоят очки, назначение очков, то есть знакомых много с очками, но когда им говоришь, что у тебя формируется косоглазие, сразу же ушки на макушке становятся, уже так это внимательно слушают. Мы говорим, обыкновенные рекомендации мы говорим, убрать мобильный телефон, уменьшить нагрузку. То есть надо понимать, что все-таки мобильные телефоны были созданы для связи, а не для того просмотра тиктоков и художественных фильмов. Да. Перечень патологии, астигматизм – это вообще краевая патология, можно сказать. У нас очень много астигматизма, миопические формы, смешанные формы, гиперметропические. И здесь важно как можно раньше выявить астигматизм и назначить максимально полную коррекцию. У нас все для этого есть, аппаратура есть, мы опытные медсестры. Здесь очень много зависит от работы медсестер, потому что маленького ребенка разговорить, проверить, расположить к себе, поулыбаться, полюлюкать, пощущукать, чтобы он понял, что тут не страшно, что тут к нему хорошо относятся. И поэтому медсестры могут... Они должны и зрение проверить, и в очках подобрать. Иногда это занимает очень много времени. И это делают наши опытные медсестры. Очень дружный такой коллектив. 3 врача, 3 медсестры. Анна Леонидовна Шеломова, Айталина Макаровна Прокопьева, заслуженный врач Якутии, тоже у нас очень такой опытный доктор. И мы все втроем очень дружно работаем. У нас Анна Лина, как самый молодой кадр, она просто сегодня владеет всеми технологиями диагностики, связанными с ОСТ-технологиями, УЗИ-технологиями, поэтому очень довольны, что в нашей составе коллектива все у нас есть под рукой. Да. Среди наших достижений этой больницы, нашей Республиканской офтальмологической клинической больницы с 2021 года стали проводиться операции по врожденной катаракте здесь. То есть это высокие технологические все методики стали доступны самым маленьким детям. И поэтому раньше эти операции делались в медцентре и за пределами Якутии. Но там очень важно дорогостоящие и оборудование, и расходные материалы. И, в общем-то, они находились, честно говоря, так сказать, не на первом месте, не в приоритете. У нас, когда речь идет о детских катарактах, зеленый свет открывается, поэтому здесь у нас детский анестезиолог есть, и операции очень успешны, довольны результатами. И, в общем-то, за эти операции курирует именно детские катаракты сама заведующая Захарова Екатерина Якимовна, главный офтальмолог. И все врачи, которые делают операции детские, очень опытные, очень такие высокопрофессиональные. И поэтому мы, в общем-то, закрыли эту тему, что это не повод для того, чтобы посылать на ВМП, на высокотехнологичную помощь за пределы республики. Делается здесь. Испытано на себе. Если честно, то по оборудованию, которое есть в Республиканской офтальмологической клинической больнице, я уже на самом деле запутался. Их огромное количество, и у всех есть свое предназначение. Вот здесь, например, я даже не могу воспроизвести автокераторефрактометр, называется этот прибор. Расскажите, что он делает? Так, это мы проверяем подбор очков. Тут острота, сколько минус-плюс очки. То есть он с помощью сканирования может уже рекомендовать какой. Например, правый 0,25, а левый +1. Все, встаем. Дальше сюда. Следующее. Потом пациент переходит на следующую, да? Да, на следующий. Так, я только знаю, что этот целый аппарат называется фарометр. Фарометр, принцип работы
тоже достаточно интересный. Пациент смотрит вот сюда, да? Да, прямо смотрит. И в этот момент у него подбираются линзы. А ты что, будет двигаться? Да. Или вручную двигается? О, смотри. Можно еще. Так, Да? Даже кресло двигается да. по... Так, лоб прижимаем. Лоб. Смотрим прямо. Сколько рядов видим? Дальше. Читаем. Нижний ряд. Н, Ш, И, Б. Дальше нижний. Н, Ш, И, Н, К. Дальше. Верхний. Так, Ш, Мгм. И, Н, Б, К. Дальше вниз спускаемся. Н, Ш, Угу. М, И. Так, видим как? Нижний прочитать. Да. М, Ш, И, Н, К. Угу. Тут нижний. И, И, М, Ш, Н. Угу. Так, тут. Мгм. Ой, И получается, что вот сейчас, допустим, она четко видела, когда на правом минус 0,5 Да. и в левом 0,5. Но, в 0,5 принципе, плюс. она видит все В пределах- 100%. Вот, у меня та же самая ситуация. Дело в том, что у меня правый глаз чуть мутнее видит, чем левый. Там левый более четко. А в этом случае тоже рекомендуется очки надевать или как бы... Ну, там надо после капель, через 30 минут день, после врача, глазное дно посмотрит врач, только потом. Все. Могу еще давление померить глазное, бесконтактное. Давайте. Ну, мы меряли. Давай покажем. Это такой, который дует в глаз, да? Да. Я знаю этот прибор. Давай, давай. Она увидела 5 фигур, а не 4. Так, давайте садитесь. Так, аппарат сам находит. И сам. А это норма, да? Вот. Сейчас. Вот. То есть стрелочка 3 раза. наводится и потом 3 раза. Все. Давление хорошее. И печатает. Я же тоже... Ну, Круто, да? круто, ну. У меня он... А это давление, да, мне вклеили или что? Вот. Да, давление. Нормально? Это точно? ваше давление глазное. Ну, что-то больше? Все. До 23 Нормально. потолок. Это что такое? Это вот твоя ретракция, минус 0,5. Это вот астигматизм, вот идет по вот этим осям. Это То тоже есть нормально. Вот ось, вот если глаз представить, видимо, 360 градусов, вот у тебя где градус 127, допустим, у тебя там минус 0,25, а в целом среднее значение, да? Плюс беда нет. Ну, это нормально, да, все. Ну, в целом, как бы, ну, небольшой минус есть, но, как бы, предел. И вот. У тебя же страта зрения. Дай бог. А вот эта штука называется делать пример. Да? Ну, это вот очки ставишь и смотришь. Так, а этот прибор называется Ага. Вот диоптерометр. левый глаз, очки левый проверяем. 0,75 плюсовой. Мгм. Теперь правый. Правую сторону тоже плюс 0,75. То есть это требуется тогда, когда, например, непонятно, какие диоптрии у очков, да? То есть да. пациент пришел с очками, но не помнит. Ага, не какой помнит. именно, Забывает обычно. да? Интересно. Видите, совпало? Да. Виктор знает, что у него плюс 0,75. Спасибо. Так, это вам. Да. Испытано на себе. Сейчас все снимаем. Друзья, ну что, сейчас тоже достаточно серьезный аппарат. Как он называется? У нас обследование будет проводить Екатерина Кимовна, это заведующая стационарным отделением.
Как называется этот аппарат и для чего он нужен? Ну вот на сегодня мы вас сейчас хотим продемонстрировать прибор. Это у нас щелевая лампа, основной инструмент офтальмолога, основной прибор офтальмолога. Без щелевой лампы мы сейчас по всем клиническим рекомендациям мы не можем работать, не имеем права. А вот здесь у нас вы сейчас являетесь, вот то, что вы видите, это у нас прибор щелевая лампа фирмы Zeiss. И эта щелевая лампа у нас 120-я модель, это очень современная, хорошая модель, и которая оснащена у нас специально возможностями, чтобы мы могли, во-первых, зафиксировать это в виде фотографий, например, любые изменения, которые нам нужны, значит, то есть получить снимки, либо мы можем снять прямо по типу видео, значит, если там мы видим какие-то изменения, например, правильно? Например, видим, как деструкция колышется, да, например. К сожалению, еще иногда бывают такие сложности, например, кровоизлияние может быть, как-то. Вот, да, ну, то есть мы можем и видео снять, и снимок можем сделать. Екатерина Кивановна, сейчас мы, наверное, обследуем правый глаз, да? Ну, давайте посмотрим ваш правый глаз. А я буквально так понимаю, что через несколько минут смогу увидеть тот орган, которым я всю жизнь вижу. Давайте мы посмотрим ваш правый глаз. Мы будем смотреть вас. Говорил, нам помогите. Ага, у нас щелевая лампа. Сейчас мы посмотрим. Вот видите, у нас освещение в виде щели, потому что это позволяет нам увидеть передний отрезок глазного яблока, и мы можем ее вот регулировать, сделать побольше, сделать потоньше. Вот. Поэтому здесь вот ваш передний отрезок глаза очень хороший, мы видим, прекрасная здоровая роговица прозрачная. Вот, реакции зрачковые, радужные оболочки тоже прекрасные, передняя камера средняя, в ней абсолютно прозрачная влага, и хрусталик тоже у вас прозрачный. Можем посмотреть, конечно, и глазное дно, если в этом есть необходимость. Вот здесь мы сейчас в последнее время, я говорю, оперируем человека с катарактой, мы можем у него увидеть, я говорю, все особенности. Там, если это осложненная катаракта, то мы видим здесь и спайки. Ну, а, конечно, это очень документировать интересно, особенно у детей с врожденными катарактами, с врожденными или травматическими катарактами. Ну и вообще эта документация всегда дает рост. Рост хирургам, рост всем. Ну и в том числе пациентам будет тоже интересно. Ну, хотелось бы поблагодарить. Сегодня я, на самом деле, для меня, как во многих передачах испытывал на себе, много открытий я для себя делаю. То есть я даже не ожидал, что вот, ну, для глаз, да, ну, как бы подозревал, конечно, но не знал, что так много приборов различных, которые... Особенно меня удивил, конечно, бесконтактный замер давления глаза. Потоком воздуха, с помощью потока воздуха замеряется давление. Вот. Ну, радует то, что в целом вроде как глаза у меня на данный момент здоровые, но как мы сегодня в передаче уже упоминали, после особенно 40 лет желательно, наверное, ежегодно, да, или два раза в год. Но все зависит еще от исходных данных, да. Но мы всегда говорим, что пациентам после 40 лет, если у них есть сахарный диабет, или у них есть родители в анамнезе, знают, что больны глаукомой, особенно когда больны оба родителя, обязательно ежегодно нужно измерять свое давление, человек должен про это знать, и показываться офтальмологу, конечно. Ну, а вот, я думаю, Иван Петрович, наверное, проводил, рассказал про оптический когерентный томограф. Вот это вот, конечно, самое крутое оборудование, которое на сегодня у нас есть в нашей офтальмологической практике. Почему? Потому что мы можем заглянуть через зрачок и просканировать, выполнить полностью томографию всех слоев сетчатки. Это же так здорово. Мы можем заглянуть и посмотреть всю, я говорю, посмотреть всю толщину роговицы. Мы можем измерить угол передней камеры, то есть посмотреть широкий, он узкий. Там вообще подсказок море просто. На сегодняшний день это вообще решение многих проблем. Это ранняя диагностика глаукомы, это ранняя диагностика катаракты. Ну вот про катаракту уж не будем говорить, но это ранняя диагностика вот, помогает очень хорошо и детям с близорукостью, например, прогрессирующим. На УКТ нужно даже измерить размер глазного яблока, и это не такая тяжелая процедура, как, например, выполняемая на биометре. Вот. Но вообще в офтальмологии приборов очень много. Очень много. Это, конечно, наверное, одна из самых технологически таких сложных медицинских специальностей.
Ну, это, наверное, связано с тем, что глаз – это такой важный орган зрения, ну, зрения, да, важный Да, орган конечно. человека, и он очень такого небольшого размера. Это на самом фактически деле. наш мозг. Что такое глаз? Это фактически наш головной мозг, которым мы пользуемся, да. В результате это же восприятие окружающей среды, это очень серьезная такая функция, которая, ну, фактически это высший порядок уже, да. То есть, Спасибо большое всего вам. доброго. Друзья, До ну а мы свидания. двигаемся дальше. Ой, батюшка. Испытано на себе. Друзья, ну а более подробно о деятельности самой офтальмологической клинической республиканской больницы, я думаю, расскажет Иван Петрович Луцкан, главный врач клиники. Расскажите приветствую. Расскажите про вашу клинику и основную деятельность. Вот сколько пациентов, например, в год принимает ваша клиника? Наша больница является больницей узкоспециализированной по направлению офтальмология, которая оказывает населению Республики Саха-Якутия высококвалифицированную медицинскую помощь именно хирургического направления в первую очередь. В среднем у нас, мы считали, количество пациентов, которые проходят за год, это десятки тысяч людей. Если сравнивать года, то мы отметили такую интересную тенденцию, что за последние годы, с учетом того, что мы изменили подходы к маршрутизации пациентов, изменили подходы внутри самого учреждения, мы смогли увеличить количество принимаемых пациентов в разы. Ну, вот если так взять по статистике, то количество операций на сегодняшний момент выпускается более 9 тысяч непосредственно в стационаре, в центре амбулаторной хирургии. На выездах, вот когда у нас коллеги выезжают с офтальмохирургическими бригадами в районах республики, в прошлом году количество пациентов, которые получили таким образом медицинскую помощь, составило 834 человека. И этот опыт, он каждый раз трансформируется, мы находим новые формы работы с центральными районными больницами, где коллеги нам готовят пациентов, мы открываем для себя новые районы республики, мы не забываем и про Арктику. Вот в этом году только зимой у нас коллеги были в Ивано-Бытантайском улусе. У нас врач выезжал с первичной диагностикой в Адыйский улус, в Нижнеколымском улусе у нас заведующая поликлиникой выезжала вместе с бригадой врачей. А также у нас коллеги в прошлом году были в Жиганском улусе, в Оленёкском улусе. Поэтому вот если так посмотреть, то мы стараемся и охватывать максимальное большее количество улусов республики. У нас предстоит вот в марте месяце достаточно такой серьезный вояж по улусам. Будет в середине марта это Мирнинский район и далее вся Вилюйская группа улусов: Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Вилюйский. В апреле месяце до закрытия переправы мы должны успеть охватить Тампонский, Чурапчинский, Татинский, Усьмайский и Амгинский улус. Мы вот новую форму внедрили, когда к нам автобусами привозят пациентов, мы целенаправленно готовим для них стационар, мы уже знаем, сколько человек приедет, и, соответственно, вот в этом случае срок получения медицинской помощи сокращается буквально до 3 дней. Ну, действительно, скорее всего, правильно я понимаю, что человек, допустим, когда у него начинают, глаза как бы хандрить, да, он на это как бы особо так, к этому внимания не столько уделяет, да, то есть если нет в доступности офтальмолога, то есть он может с этим ходить годами, да, то есть у него... Вот тут смотря какое заболевание. Если, допустим, там немножко, там где-то слезки текут, да, но при этом он видит хорошо, то пациент откладывает свой визит к врачу, считает, что ничего страшного. Ну, я к тому, что действительно, когда делаешь это доступным для населения, да, то есть тот же человек, он уже увидит, что в населенный пункт приезжают офтальмологи, и он целенаправленно уже пойдет со своим вопросом. Поэтому достаточно большое количество обращений, да? Количество обращений, их всегда будет очень много, потому что с учетом того, что мы сейчас живем в век цифрового интенсивного развития, и понятно, что используются и гаджеты, и компьютерная техника, и нагрузка на зрительный аппарат возросла в разы, а плюс к этому еще и низкая физическая активность у людей. Если раньше мы активно занимались и играли на улице, у нас была всегда возможность смотреть вблизь, вдаль, на среднее расстояние, то сейчас у нас современные дети фокусируют свой взгляд исключительно только на своих телефонах. И это, конечно же, отражается на качестве зрения в последующем. Поэтому мы видим и рост количества миопии среди наших
детей. Поэтому вот мы детское наше отделение развиваем сейчас по направлению того, что мы стараемся оказывать помощь всем без направления, тем, кто запишется через госуслуги или по контактному нашему телефону, через центр. Ну, Иван Петрович, хотелось бы поблагодарить вас за вашу деятельность, за работу. Ну, я думаю, что у нас вышел достаточно продуктивный, интересный выпуск. Я для себя тоже много интересных выводов сделал. Ну и самый главный вывод, друзья, это не будьте внимательны к своему здоровью. И, например, зрение, допустим, особенно после 40 лет, нужно также проходить обследование хотя бы раз в год, да, чтобы не запустить определенные болезни. Ну, а всем желаем отличного настроения. Я думаю, что весеннее солнышко радует вас. Всем удачи. Это был проект «Испытано на себе». Испытано на себе. Друзья, ну и, конечно, если вам требуется неотложная помощь, острая боль в глазах, вообще все, что связано с глазами, то на Свердлова 17, практически рядом с офтальмологической клиникой, находится пункт неотложной помощи. В целом я испытал на себе этот пункт, потому что зимой дочка попала, в глаз попала соринка, и мы очень оперативно достаточно здесь получили помощь. Вот. Ну, давайте посмотрим, что внутри. Соответственно, здесь у нас фойе. Здравствуйте. Здесь вот фойе, где ожидают пациенты, и прием идет по специалистам. Так как это пункт неотложной помощи, и сюда, конечно, обращаются люди с острой болью в глазах, и, скорее всего, достаточно трудно им видеть, поэтому здесь, помимо обычных номеров, да, кабинетов, еще и есть цветные указатели. Вот, допустим, могу сказать вам в синюю дверь, да, или вот, например, синий-красный, да, то есть красный кружок и сама по себе дверь синяя. Там есть также красные, ну и вот так вот по очень ярким контрастным цветам пациент может сориентироваться. И в течение дня ежедневно этот пункт принимает около 70-80 человек. Поэтому если вдруг у вас будет какая-то острая проблема с глазами, пусть даже ночью, то есть пункт работает 24 часа в сутки, то вы смело можете обращаться сюда. Испытано на себе.